Имена Николая и Елизаветы Буш Южной Осетии помнят и чтут. Они многие годы провели на юге Осетии, изучая флору и растительность края. Конференция, посвященная этой удивительной семейной паре и их деятельности, прошла в Юго-Осетинском государственном университете. 150-летию со дня рождения известного исследователя флоры и растительности России и Кавказа, в частности Южной Осетии, составителя ботанико-географической карты Осетии Николая Буша, была посвящена конференция, прошедшая на кафедре биологии Юго-Осетинского государственного университета. Неоценим вклад Николая Адольфовича и его супруги Елизаветы Александровны Буш в изучении флоры разных регионов бывшего Советского Союза. Особая заслуга его и его супруги перед Осетией, так как он сделал все для того, чтобы на картах большой академической науки появилась Осетия и вызвала интерес к своим уникальным природно-климатическим возможностям. По словам Кукоева, помимо изучения флоры Южной Осетии, Николай и Елизавета Буш изучали морозоустойчивость видов, выводили новые сорта, более стойкие к различным болезнетворным организмам. Доцент кафедры биологии ЮГУ Нина Схавребова рассказала о деятельности супругов Буш на территории Южной Осетии. Их деятельность была совместной, и в изучении Южной Осетии можно сказать, что даже больше трудов внесла Елизавета Александровна. Потому что после 1941 года, когда погиб Николай Адольфович, она вернулась в Южную Осетию и почти безвыездно находилась здесь до 60-го года. Только уезжала она с короткими отчетами в БИН Академии наук Ленинграда. И это было впервые было создан такой стационар, который непосредственно подчинялся Академии наук СССР. В работе конференции принял участие журналист Михаил Габаев, который поделился информацией о том, как в пору пребывания четы Буш в Цхинвале они останавливались у его родных. Елизавета Александровна как-то подружилась с нашей семьей, с моей бабушкой и с моей теткой по отцу. И когда она приезжала в Цхинвал, она всегда останавливалась в нашем доме. Так уж повелось, в общем, и приезжала к нам. И вот мне помнится, когда она приезжала, значит, во-первых, дорог тогда не было, этой дороги вообще тогда не было, по Транскаму, да. Туда они приезжали на лошадях, которых держали у себя там на стационаре. Лошадей у них было штук, наверное, 5-6. Вот. Я даже помню, как звали любимую лошадь. Тетя Лизочка, я его так называл, тетя Лизочка. Лошадь звали Орлик. Да, каждый год к ней приезжали студенты из Ленинграда, из Москвы, из институтов там, ботанического, Ленинградского, по-моему, института, да. На полевую практику. Когда тетя Лизочка умерла, мне было лет, 13, наверное, вот так вот было. Ее завещание было похоронить ее там, на стационаре. Родственники забрали ее в Ленинград, там она и скончалась. Ее кремировали, вот, урну привезли сюда и отвезли потом туда, на стационар, там она и покоится сейчас. У нее были племянники, двоюродные там, внучатые племянники, с которыми, кстати, я и сегодня переписываюсь, тоже ученые, кстати. Студенты вынесли на обсуждение доклады, посвященные жизни и творчеству Буш. Энтузиасты науки Николай Адольфович и Елизавета Александровна Буш внесли неоценимый вклад в дело изучения растительности Южной Осетии. По флоре Южной Осетии ими были созданы следующие фундаментальные труды. Это ботаническое исследование Южной Осетии, ботанико-географический очерк Кавказа, растительный покров восточной части Южной Осетии и его динамика. Эти книги стали настольными книгами для всех, кто изучает флору в Южной Осетии. В 1935-36 годах происходило впервые в СССР присуждение ученых званий в Ботаническом институте Академии наук СССР и на биофаке Ленинградского университета. Сотрудники и ученики Николая Адольфовича Буша добродушно смеялись, рассказывая, что он отказался якобы от присуждения ему степени доктора биологических наук, мотивируя свой отказ тем, что не считает себя вправе иметь эту степень, если таковая не будет присуждена Елизавете Александровне Буш, его жене. Потому что все его труды и вся его научная деятельность неотделимы от научной деятельности Елизаветы Александровны.
которая также достойна присуждения ей степени доктора биологических наук. По словам рассказчика в этой истории, Николай Адольфович говорил и подчеркивал, что Елизавета Александровна в научном плане, так же как и в жизни, одно целое, и что их нельзя разделять. Наука в жизни всем важна. Наука каждому нужна. Наука нас ведет вперед, дает нам к знаниям полет. Давайте вместе изучать, книги научные читать, любить весь мир и все вокруг, ведь жизнь главная из наук. Собравшиеся отметили значимость наследия трудов Буш. Спасибо организаторам, Нина Ивановна, молодец, наши студенты молодцы, они со всей ответственностью подошли, и помимо этого спасибо большое нашим лаборантам, которые вам помогали в организации этого мероприятия. И хочу пожелать нашим студентам, конечно, неоспоримых творческих успехов, чтобы среди них было больше бушменов, любили свою флору, и так же, как супруги Буши сделали так много и определили столько разновидностей растений, и вывести столько новых сортов, причем морозоустойчивых, хочу было сказано Антонием Александровичем, тех растений, которые устойчивы к различным микроорганизмам, различным бактериям. Желаю вам неоспоримых творческих успехов. Спасибо вам большое. Я получила огромное удовольствие от этого. Даже во время репетиции мы много чего узнали, которые нам обязательно в жизни пригодятся.